В ответ на многочисленные вопросы СМИ Джулиан Ассанж загадочно сказал, что скоро покинет посольство. Конечно, это вызвало массу предположений, потому что недостатка журналистов и, разумеется, полицейских, которые хотят его схватить, нет. Но после заявления Ассанжа в разговор включился министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо. Он говорил, что тупиковую ситуацию, которая не двигается с места уже 2 года, необходимо как можно быстрее разрешить дипломатическим путем. Я могу подтвердить, что Рикардо Патиньо покинул посольство после пресс-конференции, а Джулиан Ассанж остался в здании и вернулся в свою комнату. Он рассказал нам, что из-за 2-летнего нахождения в заперти страдает от проблем со здоровьем. По его словам, в тюрьме он мог целый час находиться на свежем воздухе. Сейчас же у него такой возможности нет, поскольку у посольства Эквадора в Лондоне нет прилегающих территорий. Ассанж говорит, что страдает от дефицита витамина D. Он не ответил на конкретные вопросы о состоянии легких или сердца, а просто подчеркнул, что его здоровье сильно ухудшилось, как ухудшилось бы у любого человека в такой ситуации. И Рикардо Патиньо, и Джулиан Ассанж говорили о поиске дипломатического выхода из этого тупика. Например, организовать Ассанжу беспрепятственное передвижение или найти возможность отозвать шведский запрос об экстрадиции.